В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Международный форум «Открытые инновации» продолжает свою работу. Какие проекты представили якутские айтишники? Когда в Якутске построят мусорный полигон и какова будет мощность объекта? Якутянка приняла участие в Кубке России по 3D-стрельбе из традиционного лука. О достижениях спортсменки в конце этого выпуска. Якутия входит в топ-10 по развитию в стране IT-отрасли, а в ближайшие годы должна попасть в пятерку лучших. Об этом глава республики Сан Николаев заявил на 9-м форуме «Открытые инновации». Руководитель региона рассказал, что в регионе работает первый и пока единственный на Дальнем Востоке IT-парк. В ходе разговора о технологическом развитии страны Сан Николаев подчеркнул, что с точки зрения инноваций драйвером может стать российская Арктика. Речь идет, например, о производстве материалов, уникальных лекарственных препаратов и изучении глобального потепления. Также руководитель региона сообщил, что в следующем году республика совместно с Ростелекомом впервые построит линию оптоволокна за полярным кругом. Оленёкский район будет иметь высокоскоростной интернет. Главная же тема международного форума «Открытые инновации. Мир после пандемии». На площадке мнениями делятся технологические предприниматели, ученые, представители власти и корпораций из разных стран и регионов. Подробности у Максима Кардозу. Новый формат и новые задачи. Ученые, чиновники и бизнесмены всего мира сегодня думают, как развиваться в условиях пандемии. И эта тема стала основной на многих сессиях форума «Открытые инновации», где эксперты делятся самыми передовыми идеями и достижениями. И российским разработчикам уже есть чем похвастаться. Например, экспресс-тестами на COVID-19, которые разработали резиденты Сколково. Работают резиденты и над национальной системой мониторинга инфекционной заболеваемости в режиме онлайн. С использованием технологий искусственного интеллекта производят оценку рисков выявления вспышек и прогнозирования инфекции, включая ОРВИ, пневмонию и, разумеется, коронавирус. Такой ежедневный прогноз сейчас делается для Амурской области, Республики Саха, Якутия, Краснодарского края. Не отстают от московских коллег резиденты технопарка «Якутия». 7 инновационных предприятий из нашей республики представили свою продукцию на форуме. Многих специалистов заинтересовала разработка компании «Сайберия». Это интеллектуальная радиологическая информационная система, которая помогает врачам быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Сейчас решение состоит из 5 частей. Система хранения изображений, модули скрининга COVID-19, скрининга тромбоэмболии легочной артерии, скрининга образований в легких по стандарту Ланградс. Модель нейронной сети с точностью 96% выявляет вирусную пневмонию и с высокой чувствительностью и специфичностью отличает ее от других типов пневмоний. Решает проблему сортировки пациентов по классификатору КТ-04, а также с высокой точностью определяет процент патологических изменений в легочной ткани при вирусной пневмонии. Понятное дело, что в этом году все мероприятия форума проходят в онлайн-формате. И в подобных новшествах участники находят много плюсов. Все проходит на уровне, на высшем уровне. У меня получается разговаривать как и с потенциальными клиентами, так я нашел несколько потенциальных партнеров в своей области, так что все окей, и я слушаю менторские сессии. Тем более, что наша компания имеет команду распределенную. У нас офисы разработки как в Якутии, в Нерюнгри, Владивосток, Хабаровск и Москва. И наша команда общается в основном онлайн. Поэтому участие в такого рода мероприятиях для нас это здорово. Повестку форума задает не только пандемия и ее последствия. В программе есть сессии, посвященные роботизации и машинному обучению, урбанистике, внутреннему туризму и современному искусству. Но главное, что у десятков тысяч участников со всего мира есть возможность общаться и развиваться, несмотря ни на что. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Московские власти не собираются вводить строгие ограничительные меры в столице, несмотря на новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Многие жители города разделяют эту точку зрения. Подробности у Артема Сторонова. В России установлен новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом.
За последние 24 часа в стране диагноз COVID-19 подтвердился почти у 16 тысяч человек. 179 пациентов умерли. Больше всего заболевших – 5376, зарегистрировано в Москве. Однако столичные власти пока не собираются вводить жесткие меры, например, ограничивать перемещение по городу или закрывать предприятия. Новые ограничения не стоит вводить, но нужно соблюдать то, что рекомендуют врачи и власти. Количество людей в масках на улицах и в транспорте российской столицы в последние дни заметно выросло. При этом оставаться дома многие не хотят, даже несмотря на угрозу коронавируса. Да вы знаете, нормально, я вроде как бы, слава богу, перенесла. Ничего на себе не ощутила. Ну, как другие, не знаю, но я, как говорится, меня пронесло. Число заразившихся коронавирусом во всем мире в понедельник превысило 40 миллионов человек. Россия находится на 4-м месте по заболеваемости. Здесь, по официальным данным, свыше 1 400 000 инфицированных. Первый этап строительства мусорного полигона в Якутске планируется завершить в 2022 году. Объект возведут на 27-м километре Вилюйского тракта. Об этом сообщил министр ЖКХ региона в ходе совещания у главы Якутии Айсена Николаева. Мощность полигона – 125 тысяч тонн отходов в год. На сегодняшний день на площадке будущего строительства определены места заезда спецтранспорта на полигон и выполнены полевые работы по инженерным изысканиям. Как отметил глава республики, старый мусорный полигон, который находится на 9-м километре Вилюйского тракта, уже много лет как переполнен. Свалка на 9-м километре должна быть полностью рекультивирована. Также должна быть построена мусороперегрузочная станция. Сейчас в рамках концессионного соглашения, тоже на Вилюйском тракте. Это все должно позволить нам в городе Якутске создать цивилизованную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Базисную такую структуру. При крушении вертолета в Вологодской области погибли 2 человека – пилот и пассажир. Гендиректор вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев. По некоторым данным, воздушное судно зацепилось за провода. Оно принадлежало вертолетной компании «Аэросоюз» и следовало по маршруту Вологда-Великий Устюг. В полете планировали проработать вариант организации аэроэкскурсии в этом районе. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях суда будут работать ориентировочно до начала ноября. Об этом сообщил Минтранс Якутии. На текущую дату паромные переправы на реках республики завершили свою работу. Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Тарифы на перевозку грузов в период неблагоприятных метеоусловий установлены приказом Госкомцен Якутии от 2016 года. Далее, в период межсезонья в начале ноября по маршруту Жатай-Тихтюр будут идти грузовые перевозки с привлечением ледокола ориентировочно до конца ноября. ДТП со смертельным исходом произошло в Ленске в начале октября. Водитель Нивы сбил пожилого человека на пешеходном переходе возле микрорайона Алроса. Подобные ДТП в районе улицы Победы случаются ежегодно. Поэтому на комиссии по безопасности дорожного движения при главе города приняли ряд решений для предотвращения подобных случаев. Комиссия решила перенести остановку от пешеходного перехода на 10-15 метров в сторону микрорайона Разведчика, добавить освещение и обновить дорожные знаки, что и было сделано сразу после совещания. На следующий год также на данном участке дороги запланированы мероприятия по установке искусственных дорожных неровностей, соответствующими дорожными знаками, ограничение максимальной скорости до 20 км в час, установить на пешеходном переходе светофорный объект Т7. Светофор Т7 – это одна секция, она будет постоянно моргать желтый сигнал светофора, предупреждать участников дорожного движения, то, что на данном участке дороги находится пешеходный переход. Первая группа призывников Якутии уехала на службу в армию. 45 бойцов будут служить в артиллерии и ВДВ. Сюжет Юлии Михайловой. С напутственными речами к призывникам выступили только военный комиссар региона и председатель призывной комиссии вице-премьер Ольга Балабкина. Обычно из сборного пункта ребят провожают еще родные и друзья. Пандемия внесла свои коррективы в традицию проводов. Теперь у ребят, всех, которые прибывают на призывной и сборные пункты, мы берем анализы.
Сборный пункт мы тестируем экспресс-методом, плюс еще ПЦР-методом, то есть двойной контроль получается. А ребята, которые с районов приезжают, они предварительно берут анализы там. Ну, с учетом отдаленности бывает такое, что ребята уже сюда, когда приезжают, мы дублируем здесь этот анализ еще. Больше всего призывников из Якутска, Нерюнгри и центральных районов. Нерюнгренец Леонид Николаев будет служить в воздушно-десантных войсках. В 19 лет он уже получил профессию перевозчика документов на железной дороге. Но не исключает, что в будущем может связать себя с военной службой. Получил категорию годности А, без единой болячки, попал в ВДВ. Готов отслужить год, возможно, на контракт, возможно. Поживем, увидим. Служба в армии длится всего год. Любые неуставные отношения в ее рядах пресекаются незамедлительно. Есть информация на стендах, также и в печатном виде о том, что если появятся какие-то проблемы, если будут какие-то неуставные взаимоотношения, они могут обратиться в военную прокуратуру, ну и в иные органы. Ну и, соответственно, могут известить об этом родителей. Перед отправкой на службу призывники в течение 3 дней проживают в казармах сборного пункта, знакомятся с армейским распорядком дня, получают форму, познают первые азы несения службы. Всего из региона отправятся служить в армию больше 1000 ребят. Юлия Михайлова, Семен Семенов, Новости, Якутск. В Севастополе завершился Кубок России по 3D-стрельбе из традиционного лука. Главная особенность – лук и стрелы должны быть из дерева. Больше сотни участников со всей страны соревновались в меткости и ловкости. Во время заданий спортсмены преодолевают расстояние в несколько километров по пересеченной местности в поисках мишеней. Якутию на турнире представила Галина Филиппова. На ее счету сразу 2 награды – золото в личном первенстве и бронза в командных стартах. Я очень рада, что участвовала. Это опыт соревновательный, это представлять нашу республику Саха-Якутия. Это наш традиционный вид спорта. И в будущем, надеемся, будет поддержка и национальной стрельбе, и будем дальше развиваться. Ну, я обещала, следующий год мы приедем командой стрелять. Сегодня в Британском музее представят экспонаты арктических культур и народов. Задача выставки – привлечь внимание публики к вопросам глобального потепления и изменяющегося климата и окружающей среды, которые сильно влияют на жизнь народов, проживающих на севере. На этой выставке якутская экспозиция будет представлена экспонатами, связанными с праздником Исеах. Некоторые экспонаты были привезены для выставки из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Там также будет представлен макет летнего праздника Исеах из коллекции Британского музея. К этой минуте у меня пока вся информация. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию. Берегите себя.